Спешу. До свидания. Уехал на фронт. Высылаю свои вещи. Не беспокойтесь, скоро приеду с победой. Всего несколько строчек написано в спешке после отправки на фронт в 1941 году. С войны 27-летний Руслан Гудантов так и не вернулся. 24 июля 1943 года, выполняя очередное боевое задание, он геройски погиб в деревне Арбузово Ленинградской области. Он был танкистом, несколько раз горел в танке, он рассказывает о том, что в одном из писем, то, что его предыдущее письмо, которое писали родственники, оно сгорело в танке. Письма храброго защитника Отечества, которые бережно хранились родственниками не один десяток лет, сейчас представлены в Музее краеведения. Биография Руслана Гудантова не пестрит подробностями. Родился он в 1916 году. Рано лишился матери, и его воспитывал отец. Но, как и любой солдат, он не терял надежды вернуться с фронта. Его планы и мечты после долгожданного возвращения домой сейчас хранит пожелтевшая со временем бумага. У него есть очень личные письма, в которых он размышляет на тему того, что когда он вернется после победы в войне, он женится первым делом, так как он был не женатым человеком, но парень был очень видный. Такие же трогательные письма родным и близким писал Ахмед Мальсагов. В начале Великой Отечественной войны кадровый офицер находился в Ворошиловградской крепости. Его знали как бесстрашного воина, способного командира. Всего за несколько дней он совершил 20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 27 автомашин. Однополчане звали летчика Горным Орлом. Жизнь героя России оборвалась 24 января 1942 года. Здравствуй, родной, дорогой папа. Шлю вам всем свои наилучшие пожелания с новым поцелуем. Уже 3 дня, как мы воюем с немецким фашизмом. Надо немца проучить, чтобы он навек запомнил, что такое свобода и гнать. Папа, когда я уехал из дома, мне показалось, что вы и остались на меня недовольны, поэтому прошу простить меня об этом. И таких живых доказательств той страшной войны здесь собрано более 30. Фотографии, документы и письма с фронта приносят сами жители региона, чтобы увековечить память о своих родственниках, ветеранах Великой Отечественной. Все проходит в рамках всероссийской акции «Дорога памяти». Ее организатор – Министерство обороны Российской Федерации. Акция стартовала в апреле, приурочена к 75-й годовщине Победы. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечить всех участников войны и сохранить историческое прошлое народа. В письмах виден сам человек, как он пишет, то, что они реально существовали. Это еще одно доказательство того, что мы принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Для нас это, конечно, огромная часть истории. И в самих письмах видны люди, то, какие эмоции они переживают. После отсканирования в электронном виде документы вернут владельцам. Все материалы будут размещены в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Дана Плеева, Магомед Аскиев, Новости 24.